Доброе утро, наши самые ранние зрители телеканала Якутия-24. Мы приветствуем всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. И это «Утро Якутии», я Дарья Анкехова. Сегодня, как мы и обещали, у нас не совсем обычный эфир. Он будет посвящен прекрасному городу Томмот, где сегодня находятся наши коллеги, съемочная группа телеканала Якутия-24. Мы по возможности всегда стараемся ездить по городам и районам нашей республики и открывать для себя, ну и, конечно же, для вас нашу большую республику. Ведь порой мы больше знаем о центральных городах России, нежели о нашей прекрасной родине. Поэтому, думаем, всем будет интересно заглянуть с нами в один из старинных городов Южной Якутии – город Томмот. Мы сегодня узнаем историю, достопримечательные места и, конечно же, познакомимся с людьми, которые живут там. А прогуляются по утреннему Томмоту мои коллеги – это Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. Совсем скоро мы подключимся к прямому эфиру. И также сегодня наши самые активные телезрители могут получить от нас памятный подарок. Поэтому оставайтесь с нами, все самое интересное впереди. За окном минус 6 градусов. Ну а какая сегодня погода в городе Томмот, мы узнаем прямо сейчас. Доброе утро, Даша. Да, мы находимся действительно с Русланом в городе Томмоте. Погода нас встретила как? Ну вот сами все видите. Сами томмотцы сказали, что буквально вчера было плюс 11, ну а сегодня уже минусовая погода и такая, можно сказать, метель. Да, и мы сейчас находимся на реке Алдан, по две стороны от которого расположен город Томмот. И не зря мы выбрали эту локацию, потому что именно название города тесно связано непосредственно с рекой Алдан. Ну а как именно связано, мы сейчас узнаем. Да, и с нами здесь на теплом ключе географ по образованию, житель города Томмота Елизавета Афанасьевна Андреева. Елизавета Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, находимся мы на теплом ключе. На теплом ключе под названием Сухой ключ. Так. Сколько теплых ключей? Алдан – это именно наша река, которая украшает наш город. Берет начало река с северных склонов Станового хребта и длиной 2273 километра впадает в наш Алдан более 275 рек длиной 10 километров. А всех водотоков, которые питают наш Алдан, это более 11 тысяч. Плюс более 5000 – это озер в бассейне Алдана. На многих реках, вот таких притоках и в верховьях Алдана есть теплые ключи, которые не замерзают в течение всего года. Вот мы стоим у Сухого ключа, и мы видим, действительно, Сухой ключ не замерз. Город наш называется Томмот. И основан он в 1925 году. И в 2025 году мы будем отмечать 100-летний юбилей. Правда ли, что Томмот до этого имел другое название? Да, действительно, Томмот практически это название по якутской транскрипции. В переводе слово «Томмот» означает «незамерзающий». И было принято решение в 25 году Совнаркомом Якутской АССР, значит, чтобы присвоить этому городу название Томмот. Но на двух берегах реки находится наш Томмот. Правый берег под названием Уклан,
что с оренкийского языка означает «не замерзающий», а значит левый берег Томмот под переводе с якутского языка тоже не замерзающий. Да. А употребляют ли воду? Вода – это же подземные ключи. А значит, вода, предположительно, на всех вот таких маленьких речушках, она, конечно, чистая. Нет никаких промышленных объектов, которые бы загрязняли, поэтому даже можно пить. Употреблять, У меня есть идея, может быть, сейчас прямо во время этого сюжета мы попробуем попить из теплого Да, я ключа доверю тебе это незамерзающего. дело, Руслан. Так. Пожалуйста, будь аккуратен, пожалуйста. Так, вот здесь у нас абсолютно случайно лежит кружка. Так. Сейчас попробуем, действительно ли ключ теплый, да? Ну, в целом, не прямо ледяной, я бы так сказал. Чистенький, да? Да, вода вкусная. Видите, водоросли. Значит, действительно, вода плюсовая, не замерзает. Именно при такой температуре и живы водоросли. Ну а мы, поскольку впервые на этой древней земле исторической, конечно же, по якутской традиции хотим задобрить местных духов на то, чтобы наша командировка обязательно прошла успешно, удачно, и все у нас получилось. Руслан, подержи микрофон. Давай. Так, ну что, Елизавета Афанасьевна, благодарим вас за такую интересную, содержательную беседу. Желаем вам всего доброго. Спасибо. Ну, а нашим мы- телезрителям ну, а мы желаем отличного, доброго утра. Я думаю, что многие из вас сейчас начали утро с чашечкой кофе, а мы, как видите, с чистейшей воды из теплого ключа. Но буквально через некоторое время мы сейчас разделимся с Катериной. У меня будет железнодорожный вокзал. Да, а я вас познакомлю с самым известным человеком здесь. Кто это будет, узнаете чуть позже. Ну и впереди у нас очень много мест, с которыми мы спешим вас познакомить в предстоящий час. Оставайтесь с нами. Даша, тебе слово. Катя, Руслан, как замечательно у вас началась командировка. Глядя на вас, мне тоже захотелось куда-нибудь поехать, увидеть новые места, познакомиться с интересными людьми. Кстати, я тут узнала, что в Томмоте, оказывается, начиналась карьера известного полярного исследователя Ивана Папанина. В 1923 году, задолго до легендарной экспедиции «Северный полюс», он в качестве заместителя начальника другой экспедиции в Томмоте возглавлял строительство первой радиостанции в Якутии. Вообще с этим местом на карте Якутии связано много интересного. Давайте же заглянем в историю. О том, что эта земля была населена людьми еще во времена Бронзового века, свидетельствуют редкие археологические находки. Таким является хранящийся в Краеведческом музее имени Ярославского в Якутске уникальный экспонат – меч, который назвали по месту его нахождения Укуланским. Он был обнаружен совершенно случайно в 1943 году местной жительницей Горюновой на дачном участке. То, что находка станет важным открытием для науки, она, конечно, не предполагала. Вот знаменитый археолог Окладников высказал предположение, что меч этот относится к культуре все-таки Северного Китая, где вот впоследствии в Северном Китае, в Маньчжурии находили уже в 50-х, 60-х годах подобные мечи. Однако это только догадки ученых. Как меч попал на территорию современного Томмота, доподлинно неизвестно. Но меч, он все-таки очень технологичный, очень сложный был в изготовлении, и поэтому достоверно нельзя сказать, здесь его изготовили или принесли откуда-то с юга. Но, возможно, с юга, но тогда это свидетельствует о больших каких-то торговых связях, существовавших в то время между Северным Китаем и Южной и Юго-Западной Якутией.
Еще одним косвенным доказательством этого факта может быть то, что предки эвенков, живущих ныне на берегах Алдана, тунгуса-маньчжуры, выходцы из Северного Китая. Эта земля невозможно, совершенно точно хранит еще много тайн. Якутия очень большая, археологов мало, и поэтому у археологов всегда найдется работа, в том числе можно надеяться, я думаю, и на находку каких-то других бронзовых вещей, предметов, только чтобы это делали именно археологи, а не простые люди, которые, вот, к сожалению, вот если бы раскопки на этом месте, где укуланский меч нашли, провели бы, может быть, там что-то интересное было найдено, и даже, может быть, бронзовых вещей найдено не было, но зато был бы контекст, то есть как вот этот меч туда попал. Он там ритуальный, может, это святилище было, может, это было захоронение. Помимо археологических, алданская земля богата и полезными ископаемыми, освоение которых началось в начале 20 века. Тогда же начинается современная история Тамота. В этом месте на реке Алдан заканчивается судоходный отрезок, поэтому ровно 100 лет назад здесь была основана Укуланская пристань, куда доставлялись грузы для зарождающейся золотодобывающей промышленности. И если Алдан называют золотым, то рядом живущий Тамот долгое время считался слюдяной столицей. Здесь добывалось 80% добываемой в стране слюды флагопита, а славные страницы истории Тамота связаны с именем Виктора Захарова, охотника в 1941 году, обнаружившего в берлоге медведя кристаллы этого минерала. Случайно они добыли медведя в берлоге зимой, это было в октябре, по-моему, или в ноябре. И когда разделывали, то на шкуре появилась такая блестящая штука. Она очень сильно блестит, она такая структура у нее такая чешуйчатая. Вот, и он пошел в обком партии сразу же. Ну, не флагопит, вот я нашел какой-то минерал интересный. Они говорят, принеси, пожалуйста, 250 килограмм. Не 50, не 20, там, а 250. Это. Вот они там дали ему одного человека, как он рассказал. Они на оленях поехали обратно в Эмильджак, туда, в сторону Илмаха. Наковыряли этот флагопит, как бы залезли туда в берлогу, там прям все стенки, все это блестит. И это, они достали этот нужный объем, привезли его, соответственно, в Тамот, написали письмо в Москву и сразу же приехали геологи. Так, несмотря на трудные военные годы, в Тамоте создается крупное промышленное предприятие «Алдан-Слюда», поставлявшее стране вплоть до 90-х годов прошлого века необходимый для развития электротехники, затем электроники, минерал. Имя Виктора Захарова тамотцы чтят не только как первооткрывателя слюды, но и как отважного воина. Ефрейтор Захаров, рискуя жизнью под шквальным огнем противника, подобрался к доту, которого противник вел пулеметный огонь по нашей пехоте. Пехота залегла, и штурм опорного пункта стал захлебываться. Товарищ Захаров броском 2 противотанковых гранат заставил замолчать огневую точку противника. И с уничтожением дота стрелки 60-й группы заняли высоту и закрепились на ней. За проявленную храбрость и отвагу ефрейтор Захаров достоин награждения высшей правительственной награды присвоения звания Героя Советского Союза, командир батальона майор Жданов. Правда, официально звание героя, несмотря на представление, Захарову так и не было присуждено. Не дали ему по той причине, что это был Советский Союз, он был сыном расплаченного, очень богатого якутского здесь товарища, который жил в Амге, кстати, который был потомком Банитаховича. Он там построил школу, церковь. Судьба героя, как и судьба места, где он жил, за которое воевал, славная и одновременно непростая. Как, впрочем, история всего человечества, состоящая из череды случайных событий, диктуемых обстоятельствами. Мы уже рассказали вам о том, что в Тамоте в 20-х годах прошлого века была построена первая в Якутии радиостанция. И его строительство курировал легендарный исследователь Иван Папанин. И у нас есть вопрос для наших самых внимательных телезрителей. Что привезли в Тамот, чтобы заработала та самая радиостанция? И этот вопрос сейчас мы разместим у нас в телеграм-канале «Утро Якутии». Свои варианты ответов вам нужно отправить именно под этим вопросом. И тот, кто первым даст правильный ответ, сегодня получит такой вот замечательный памятный подарок. Это шопер, вот такой термос и календарь с символикой нашего юбилейного года. Напоминаем, что в этом году якутскому телевидению исполняется 60
лет. Поэтому символичный такой подарок достанется кому-то из вас. Еще раз напоминаю вам вопрос, что привезли в Томмот, чтобы заработала радиостанция. Ждем правильного ответа, ну и, конечно, подведем итоги в конце нашего эфира. Ну а сейчас вновь подошло время прямого включения с нашими дорогими коллегами. Катя, где ты сейчас находишься? Ну что, посмотрите, какая переменчивая погода в городе Томмоте. Буквально несколько минут назад шла метель, снег, ветер. Ну а сейчас нас встречает солнце. Видимо, не зря мы задобрили духов местной земли. Обратите внимание на нашу локацию. Вот здесь напротив находится железнодорожный мост. Ну а мы с вами находимся на автомобильном мосту, который был построен в 1986 году. Длина его составляет почти 600 метров. Ну и, как я обещала, я хочу познакомить вас с самым известным человеком здесь, города Томмота. Это глава города, и как раз он прямо здесь на мосту встречает нас, и причем вот так красиво. Александр Сергеевич Самарский, глава города Томмот. Александр Сергеевич, доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Скажите, пожалуйста, во сколько начинается ваше утро, из чего оно начинается? Не каждый день, наверное, со скрипки, вот как нам сейчас сегодня повезло, да? Доброе утро. Да, ну, утро начинается примерно в это же время. Ну, в первую очередь мы проверяем оперативную обстановку, сообщение единой диспетчерской службы. Вот, смотрим, что у нас произошло за день, и уже со спокойной душой собираемся и отправляемся на работу. Объезжаем город, смотрим ситуацию. Ну, в зимний период обязательно надо проехать котельные, проверить, и потом уже на работу, уже планерки, и начинаются у нас трудовые будни. Ну, мы находимся на автомобильном мосту, да, как уже сказали, который делит город Томмот на левобережье и правобережье. Вот вообще по работе как часто вам приходится ездить по этому мосту? Ну, конечно, у нас, получается, город разделен на небольшие микрорайоны. Это левый берег, правый берег. Еще у нас есть Алексеевск, Синегорье, Дивные, где живут такие же люди, у которых такие же проблемы. И, то есть не зацикливаемся на одном месте. Постоянно ездим, мониторим. Ну, а плюс еще у нас наши жители, они очень активные. И если какие-то проблемы возникают, какие-то вопросы, всегда звонят. То есть у нас как бы не встает таких вопросов, не зацикливается. Вот, кстати, чем сегодня живут томмотцы, насколько активны население? Ну, у нас, получается, сложилось так, что правая сторона города – это у нас промышленная зона, где у нас это предприятия, там у нас социальные объекты, больницы и т.д. И, кстати, там уже и стройка у нас, строится новый квартал по программе переселения. А левая сторона – это у нас такая курортная зона, такая, да, вот, где у нас красиво, где нельзя трогать, чтобы она вот было место для нас, для отдыха нам. Насладиться красотами, да, вот, природы. Да. Поэтому люди в основном живут, занимаются на промышленных предприятиях. Ну, естественно, бюджетная сфера – это школы, садики, больницы. Вот. Ну, в принципе, как и везде. Александр Сергеевич, ну вы на посту главы буквально недавно, да, 1,5 года, если я не ошибаюсь. Вот что, с чем вы столкнулись изначально и чем столкнулись уже при работе, да, когда вступили в обязанности? Вот что, насколько разнится все это? Вы знаете, я, получается, сам томмотский, всю жизнь был здесь, и когда вот после учебы волей судьбы я уехал, у меня была одна мысль, что потом я все равно вернусь, поэтому
Проблемы города я знаю с самого начала, в самой глубине. И когда я вообще никогда не думал, что встану на эту должность, но когда я решил что пойти, что-то делать, я прекрасно знал ситуацию. И то, что я планировал, как я планировал, в принципе, оно так и получается. Но сегодня вот вы нам сыграли на скрипке, мы знаем, что вы увлекаетесь музыкой, дайвингом, активными видами спорта, да? Насколько все это вам помогает в ваших обязанностях и как все успеваете? Сразу скажу, что должность очень такая сложная, да? Морально сложная. И когда вот конец рабочего дня, когда вот это вот все находит, это просто необходимо, потому что вот сейчас вот зима была, то есть летать, нырять было нельзя, то есть в любом случае надо либо вот сесть там час на скрипке поиграть, либо в спортзал идти, и вот час прошел, да, и ты прям чувствуешь, как с тебя это все сходит, это уже просто жизненно необходимо с чем-то заниматься, по-другому просто нельзя. Что ж, Александр Сергеевич, благодарю вас за беседу этим утром, я желаю вам плодотворной работы дальнейшей. И как здорово, что такие замечательные, творческие, интересные, простые, главное, люди занимают такие посты. Спасибо вам, Катерина, спасибо. Спасибо. Ну что ж, я передаю слово нашей студии. Даш, пожалуйста. Катя, спасибо большое за такую утреннюю интересную прогулку. Восхищаюсь я, какие талантливые люди живут и руководят городом Томмот. Ну а я впервые вижу город в Якутии, который находится на двух берегах реки и соединен даже не одним, а сразу двумя мостами. И вот еще какие интересные факты о реке Алдан я нашла. Во-первых, это самый крупный правый приток реки Лена. О реке Алдан в своей поэме «Дары реки» так писал основоположник якутской литературы Алексей Кулаковский. Первой моей дочерью, а сказать вернее родной сестрой, была славная Алдан-госпожа. А имела она 90 разбойных сыновей, а она имела 80 проворных дочерей, имея в виду мелкие притоки и речушки Алдана. Название реки происходит, хотя здесь тоже существуют разные мнения, но об этом можно, конечно, поспорить, но принято считать, что название происходит от тюркского слова «алтан», что в переводе означает «золото». А на дне реки Алдан даже встречаются и полудрагоценные камни – агаты и сердолики. Так что есть чему удивляться и восхищаться. Ну и, конечно, тем более сегодня до прекрасного города Томмота удобно добраться не только по федеральной трассе на автомобиле, но а также на поезде. А ведь так было не всегда. О том, как пришла железная дорога на Алданскую землю и о славных строителях этой дороги мы узнаем из архивных кадров. Жили трудную и суровую жизнь. Они прожили здесь прекрасную жизнь. Они достигли того, о чем мечтали. Стальные рельсы шли все дальше на север. Строилась линия Беркагит-Томмот-Якутск. В канун 93-го года ее строители отметили большую трудовую победу. Рельсы пришли к городу Алдан. И хотя отрезок невелик, 294 километра, достался он нелегко. Трасса шла по сложнейшему рельефу. Построено более 100 больших, средних и маленьких мостов. Переработаны миллионы кубометров грунта. Причем дорога стала работать сама на себя в режиме эксплуатации. Томмот в ожидании прихода рельсов. Ну а впереди Якутск. Ветры. Мы с утра до темна к этим нескольким метрам золотого звена шли и трудно, и гордо, но настал этот день. Было в слове стыковка, эхо звезд путей. Но не обошлось без фальши в исполнении мелодии стальной магистрали. Строительство дороги то неслось, обгоняя звуковую партитуру, то резко обрывалось, ударяясь о ведомственные барьеры.
И, к счастью, вновь начинала звучать слаженно. 19 лет ждали, и вот оно совершилось. Начнется пассажирское движение поездов от станции Томот. Первыми пассажирами станут почетные гости праздника. Первые пассажиры этот момент запомнят надолго. Железнодорожники угостили их праздничным обедом, и всем по вкусу пришелся традиционный дорожный чай, предложенный вагоновожатыми. Восторга у всех от мала до велика не было предела. 19 лет строительства железной дороги породили много историй, анекдотов, баек. И главное – воспоминаний. Воспоминания о тех далеких временах, когда еще только начиналось строительство БАМа. Тут ходили пешком, потом ездили на машинах, а сегодня ездим, извините, на поезде, который долго-долго ждали и дождались. Какая же замечательная, уникальная возможность есть у нас, у телевидения, вспомнить историю, окунуться в прошлое. А ведь железная дорога, проносящаяся мимо поезда, это уже для нас, так сказать, обыденность. Как и чем живут сегодня железнодорожники Томота? Давайте узнаем. Руслан уже должен быть на станции. Где Руслан? Руслан, доброе утро. Доброе утро, Даша. Доброе утро, наши дорогие телезрители. Я сейчас нахожусь на железнодорожной станции Томот. Наши коллеги уже рассказали, как сюда пришла железная дорога, как пришел первый пассажирский поезд. Ну а сейчас здесь обычный рабочий день. Сотрудники приезжают на дневную смену. А рядом со мной находится начальник железнодорожной станции Томот Олеся Лысова. Олеся Александровна, доброе утро. Руслан. Доброе утро. Ну, расскажите, как начинается утро на железнодорожной станции? Ну, утро у нас начинается, люди все приходят на работу, сотрудники наши, и дежурный по станции ознакомливается с планом маневровой работы, с поездной работой, и выдает наряд задания для составителя поездов, для локомотивной бригады, и начинает расстановку вагонов под выгрузку. А какое количество, вот сколько человек работает на железнодорожной станции Томота? В среднем штат у нас 50 человек, но составляет служба перевозок, служба пути, вагонно-пассажирская служба, также НГЧ у нас здесь работает, ну как бы около 50 человек работает на станции Томот. Насколько изменилась вот жизнь, работа станции, да, железнодорожной станции, когда поезда стали проходить дальше на Нижний Бестях? Были какие-то изменения? Ну да, у нас работа изменилась, у нас выгрузка, конечно, уменьшилась, но вагоны и поезда увеличились на Бестях. У нас стало на Бестях ходить больше грузовых поездов, и пассажирский поезд у нас добавился, 2 поезда стало ходить. А по станции Томот, к сожалению, выгрузка стала поменьше, потому что основные клиенты ушли работать на Бестях. А можете назвать самые, наверное, если так можно сказать, популярные пассажирские направления, которые вот пользуются жители Томота? Популярное направление – это, наверное, Бестях-Благовещенск, Бестях-Владивосток, особенно в летний период, и Бестях-Нерюнгри тоже как бы популярная. Сейчас мы, наверное, пройдем на улицу, да, то есть выйдем на перрон. Скажите, вообще, в целом, ваши самые любимые направления, или вот куда вы, не как начальник, да, железнодорожной станции Томот, а как житель Томота ездили на поезде? Вообще нравится ли вам путешествовать на поезде? Да, я люблю поезда. Мы с семьей ездили в Ещенск. Я была студентом, также ездила в Хабаровск на наших вагонах ЖДЯ. Как бы очень комфортно, и как бы я люблю ездить на поездах. Проходите. Ну, сейчас, друзья, из здания железнодорожного вокзала мы выходим уже на перрон. Сегодня действительно в Томоте хорошая погода, светит солнце. Я думаю, что сегодня будет замечательный ясный день. Ну и скажите, вот основная задача работы, да, железнодорожной станции — это все-таки больше пассажиры или грузоперевозки? И груза, и пассажиры. У нас в среднем
пассажиров прибывает на Томот около 50 человек, да, с Бестяха и также со стороны Нерюнгри. Ну и основная задача также своевременно сделать быструю подачу вагонов под выгрузку. Мы обеспечиваем выгрузку угля, нефтебазу мы обеспечиваем, у них также идет топливо. Поэтому и пассажиры у нас в первую очередь, и грузовые вагоны, чтобы подать вовремя на выгрузку. Также хотелось бы отметить, что здесь на железнодорожной станции Томот находится единственный, да, в Алданском районе памятник паровозу. Да? Я правильно называю? Паровоз? Да, да. Находится он, если вот, может, камера нам покажет, вот с левой стороны немножко. Вот. И в целом могу даже на своем опыте сказать, я как-то проезжал Томот, и как прямо возникло желание подъехать и сфотографироваться около железнодорожной, у железнодорожной станции и непосредственно у вот этого паровоза. А как вот думаете, вот вы как житель Томота, как человек, который здесь живет, как думаете, вот как вы видите, да, будущее Томота? Может быть, что-то связанное с туристическими маршрутами? Ну да, нам бы, конечно, хотелось, чтобы был развит какой-то туристический комплекс, чтобы увеличился пассажиропоток именно в Томот, чтобы у нас красивая река, чтобы люди ездили по реке Алдан, да, и как бы что-то туристическое, интересное для людей, и также для жителей города Томота, чтобы какой-то комплекс там сделали, не знаю. Ну, я думаю, что это все, конечно, будет в будущем. В целом, вы можете сейчас обратиться к жителям Томота, Алданского района. Может быть, у вас есть кому передать привет? Дорогие томотцы, коллеги железной дороги Якутии станции Томот, передаю всем привет. И, конечно же, передаю своей семье привет большой. Ну, вы сказали, что мы перед тем, как начать наш прямой эфир, на прямое включение, сказали, что кто-то сейчас смотрит и очень внимательно следит за нашим эфиром. Да, сейчас возле экрана сидит мой сынок Данил, мой муж Дмитрий. Передаю вам большой привет, очень сильно люблю. Ну, а Данила, друзья, мы сегодня увидим, да, скорее всего, у нас будет сегодня большой съемочный день. Мы сегодня в том числе, да, готовим сюжеты, чтобы познакомить наших телезрителей непосредственно с городом Томот. И Данил, я думаю, обязательно появится на наших экранах. И в скором будущем вы, как мама, да, да. Я думаю, с гордостью посмотрите на своего сына. Но я напомню, друзья, мы сейчас, у нас прямое включение с железнодорожной станции города Томота. Олеся Александровна Лысова, начальник железнодорожной станции города Томот. Ну и призываем, наверное, да, наших зрителей путешествовать побольше, также путешествовать на поезде, потому что это все-таки только на поезде, наверное, можно ощутить всю широту пространства нашей большой необъятной страны. Даша, пожалуйста, тебе слово. Руслан, спасибо большое. Мы ждем еще подключений и, конечно же, интересных рассказов о этом прекрасном городе и его людях. Говорят, что все самое настоящее, истинное познается на расстоянии. Те, кто когда-то жили или работали в Якутии, всегда с большой теплотой и любовью вспоминают нашу республику. Вот и следующий наш герой. Это подполковник полиции в отставке, проработавший в должности начальника криминальной полиции Алдана Владимир Пушкарев. Ныне он живет в городе Омск. На нашу просьбу вспомнить годы работы в Томоте и Алдане он с удовольствием согласился рассказать об этом. С учетом разницы во времени мы записали интервью с ним накануне. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. О чем вы сейчас вспоминаете больше всего? Может быть, скучаете почему-то, если взять и вспомнить вашу жизнь в Томоте? Больше всего я скучаю по людям, по своим друзьям и по природе. А какая она для вас осталась в памяти? Холодная, суровая или красочная? Нет, холодное, суровое, это да, но и в этой суровости какая красота. Вообще, у меня все время в глазах стоит зеленая красивая тайга, эти реки прозрачные, хрустальные, Амга, где я много бывал, охотился, рыбачил. Мы знаем, что вы были свидетелем очень интересных, можно сказать, исторических событий в Томоте, такие как, например, первый поезд, либо открытие моста. Давайте поговорим об этих знаменательных датах. Как вы их запомнили?
Приехал в 85 году, конечно, и когда мы приехали из Омска, для меня было удивлением, что приходилось ездить на работу и обратно на лодке. Не было моста через реку Алдан. Ходили паромы. Мост автомобильный открыли только в 87 году, через 2 года. Я еще помню, что работал оперуполномоченным, ну, получается, допоздна. Ночами приходилось переходить еще по балкам металлическим, когда мост не был сдан. Я был свидетелем, когда пришел первый, тогда еще рабочий поезд в 97 году, если я не ошибаюсь, в Синегорье. Укладывали золотое звено. Я тогда работал за начальника уголовного розыска. Я давал как раз сигнал из ракетницы тепловозу, который подходил к золотому звену. Ну, это же все здорово, это все видел, все было интересно. Как менялся этот город. Якутия, она не отпускает, она остается вот здесь на всю жизнь. Я вот 13 лет как уехал, а я памятью здесь, в Тамоте, в Якутии, в Алдане. Владимир, мы знаем, что вы пишете стихи. И одно из них — стихи о Тамоте. Можно услышать их? Ну, конечно, есть. Давайте я отрывок небольшой прочитаю. «И как живым Тамот себе я представляю. Таких красивых мест я не встречал нигде. Тайгу, друзей, наш левый берег вспоминаю. Я по Алдану с Укуланкою скучаю, по их камням на перекатах, по воде. Перечислять фамилии не вижу смысла, ведь в этом списке нет, кто хуже, кто главней, и пусть местами кожа на лице обвисла, но до сих пор я бодрый, и душа не скисла, а память держит и Тамот, и всех друзей». Замечательные слова. Я думаю, сейчас многим нашим телезрителям, которые находятся в Тамоте, будет очень приятно услышать такие теплые стихи о вашей памяти, о вашей жизни в Тамоте. И что бы вы сегодня, возможно, посредством вот такого интересного прямого эфира могли бы пожелать, либо, возможно, передать привет своим землякам? Я передаю всем огромный привет. Я помню всех, даже кого сейчас уже нет из моих друзей. Я ценю вас, я вам благодарен за то общение, за ту дружбу, за ту жизнь, которую я был рядом с вами. Я благодарю за то, что вы вот такие якутяне, именно тамотцы. Благодарю вас, я скучаю по вам. Однажды я сюда вернусь. Владимир, мы благодарим вас за вот такую приятную беседу. Конечно же, мы ждем вашего возвращения на святую землю Аланхой. И я думаю, вот если человек действительно чего-то хочет, он обязательно это получит. Возвращайтесь, мы будем рады видеть вас вновь. Спасибо. До свидания, спасибо. До встречи. Прекрасные стихи, такая нотка какой-то ностальгии и умиротворения. А мы давайте вновь вернемся в город Тамот. Моя коллега Катерина Винокурова наверняка уже добралась до следующей локации, где прямо сейчас мы в прямой эфир обязательно ворвемся. Итак, где находится Катерина? Катя, тебе слово. Ну а я прямо сейчас нахожусь в филиале Алданской спортивной школы в городе Тамоте, где с самого раннего утра ребята уже на тренировке по футболу, как вы можете наблюдать. И хочу познакомить вас с тренером-преподавателем по футболу. Это Олег Валентинович Артемов. Олег Валентинович, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Ну что, мы видим, ребята тренируются активненько уже, да, с 7 часов. Неужели так всегда у вас? Нет, конечно, всегда так не получается. Сейчас, как мы знаем, проходят весенние каникулы, и у нас есть возможность собрать их утром и потом после обеда перейти на двухразовый режим тренировок. И вот как раз сегодня это один из таких моментов, когда мы собрались на утреннюю тренировку.
Я знаю, что вы также можете похвастаться победами своих ребят, да, расскажите вот о последних. Есть, да, есть нам чем похвастаться. Недавно приехали наши ребята с первенства республики по мини-футболу, где один из участников стал чемпионом данного турнира. Правда, он играл не за Томот, а за сборную Якутска, но это не умаляет его игровых достоинств и был признан лучшим вратарем данного первенства. Мы сейчас можем его подозвать. Да, давайте, конечно, лично пообщаться. Кирилл, подойди, пожалуйста. Кирилл, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, почему ты выбрал футбол и как давно ты занимаешься футболом? Ну, футбол я выбрал, потому что с раннего детства мы с пацанами играли на стадионе, примерно 6 лет. Ну вот, мне очень нравится эта игра. Ну вот, повторюсь, с 6 лет я начал заниматься футболом, потом на секцию пришел в 7 лет. А родители привели или ты сам прям вот очень хотел? Ну, я сам очень хотел, меня друг привел вообще. Ни разу не пожалел? Нет, ни в коем случае. Какие у тебя планы дальнейшие, может быть, покорить этот спорт? Ну, хотелось бы профессионально, конечно, заиграть. Вот. Ну, а так, ну, будем на это надеяться вообще. Кирилл, спасибо тебе, успехов, конечно. Угу. Ага, Олег Валентинович, ну как вы стараетесь молодое поколение оторвать от гаджетов, да, чтобы вот так вот активно они проводили время? Спасибо за вопрос. Сложностей, конечно, в этом процессе очень много, но есть личный пример. Есть пример, который они видят, главы нашего города, главы района, главы республики, и идет посыл и от президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Поэтому вот все это собрать вместе, весь этот пазл, и получается, как-то все-таки получается их оторвать от настольных игр, вырвать с улицы и привести в зал, невзирая ни на что. Я не знаю, получится ли из них спортсмены высокого уровня, но основная задача, чтобы это были гражданины, патриоты своей родины. Вот над этим мы работаем, это мы им даем этот посыл, позыв, чтобы так оно и было. А спорт им всегда пригодится в их жизни. Он никому еще никогда не помешал. И я думаю, он будет каким-то определенным трамплином, лифтом для их успешной карьеры в жизни в дальнейшем. Полностью с вами согласна. Олег Валентинович, спасибо вам за ваше дело. Вам дальнейших успехов спортивных и ребятам, конечно, чтобы как можно чаще дети занимались спортом. Спасибо. Что ж, мы сейчас движемся на следующую локацию, где мы окажемся и с кем познакомимся, узнаете чуть позже. Оставайтесь с нами. Даша, тебе слово. В Томоте дети занимаются не только спортом. Кто-то увлеченно занимается музыкой, а некоторые красиво читают стихи. И все это благодаря объединению «Перекресток» под руководством Елены Овчаровой. Это объединение появилось в 2006 году, а с прошлого года получило статус школьного театра. Елена Овчарова «Апрельский снег». Апрельский снег обилен, но напрасен. Он слишком чист, чтоб быть весне родным. Сей девы лик неряшлив и неясен, порядок скушен девам молодым. Апрельский снег напрасен, но прекрасен, похож на запоздалую любовь. Поверх плевков, поверх сезонной грязи, он не сезонный и незваный, вновь идет самим собой удивленный и падает, и тает в тишине. Наивный, непрактичный и влюбленный, совсем не нужный девочке весне. Овчарова Елена Степановна. «Летняя ночь». Ни за Питера белые ночи, ни за черные ночи в Крыму не отдам, пусть судьба не пророчит этих сумерек терпком дыму. Как предчувствие счастья нежданного, как предвестие нежданных невзгод, ночь якутская, девушка странная, ясной тенью стоит у ворот. Ни звезды в волосах ее светлых, нет печали в раскосых глазах. Вся и света, подруга рассвета, знать не знает о страхах и снах. Хрупких лиственниц черное кружево,
как гравюра японца в окне. Нет иной красоты, да и нужно ли, если это подарено мне? Семен Данилов, белая ночь, как лезвие якутской сабли, заре вечерний тонок след. Едва лучи ее ослабли, другой зарей восток согрет. Дремучий лес затянут зыбкой, колеблющейся пеленой. Лишь звезды детской улыбкой трепещут на струе речной. Недвижны, словно из бересты, стоят лошадки в стороне, и шелестят березки сестры, не успокоясь и во сне. Но выстрелы, подобно грому, вдруг раздаются над водой, тревожа сладкую стому земли дремотной, молодой. О, погоди, прошу я очень, мой друг-охотник, не стреляй, очарование белой ночи не нарушай, не нарушай. Похоже, что стихи в этом городе любят все. И, наверное, как творчество вдохновляет, конечно же, природа и река Алдан. Вот и наша следующая героиня, которая долгое время жила и работала в Тамоте, геолог по профессии Наталья Федоренко, пишет прекрасные стихи и посвящает их своим землякам. Наталья Владимировна в прошлом году переехала жить в город Новосибирск и оттуда передает нам свой пламенный привет. По распределению попала в Якутию, в Приленскую экспедицию от первого главка. Отработала 50 с лишним лет, 30 в геологии плюс в системе ЖКХ. Якутия стала моей родиной. Надышалась и туманом, и снегами. При сложившихся обстоятельствах в октябре 22 года переехала в Новосибирск. Переезд – это как будто тебе перерезали пуповину. Но память – это ценный капитал, в ней каждая крупица обозначена. Мы были все друг другу предназначены. Сейчас кажется, что самое синее небо – это в Якутии. И самые прозрачные реки, и сопки, и тайга. Мой любимый праздник – День геолога. Он отмечается в первое воскресенье апреля. Забываются мозоли и мошка. Забывается усталость от маршрутов. Просыпается весной в душе тоска. Хочется, как прежде почему-то, жить в палатке, на дожди ворчать, радоваться гулу вертолета, крепким сном на жестких нарах спать и любить свою тяжелую работу. Что осталось? Груз воспоминаний, лица дорогие с фотографий, боль разлук и горечь расставаний, пожелания в виде эпитафии, благодарность Богу, что пришлось с удивительным народом повстречаться, что апрелю снова удалось в мир таежный, в мое сердце постучаться. Дорогие земляки, родные алексеевцы, тамотцы, милый храм, милый сердцу храм пророка Илии. Приближается грандиозный исторический юбилей столетия нашего города. Всем вам процветания, мира, благополучия. Люблю, помню, скучаю. Замечательные стихи, теплые пожелания землякам, конечно, не могут не взволновать, особенно тех, кто знаком лично с Натальей Федоренко. А между тем, время нашего утреннего эфира в самом разгаре. И хотелось бы напомнить, дорогие друзья, что сегодня наш утренний эфир неспроста вот таким оказался необычным, потому что мы работаем в рамках проекта «Весна на НВК». Это традиционный проект, который мы запускаем на 2 телеканалах НВК Саха-Якутия-24 именно весной. Поэтому сегодня не только телеканал Якутия-24 вот так стартовал необычно, но и телеканал НВК Саха. В течение всего дня нас ждут интересные передачи, совершенно, возможно, новый формат. Ну а вечером мы обязательно покажем праздничный концерт. Ну а сейчас мои коллеги Катерина и Руслан вновь готовы выйти в прямой эфир. И я думаю, прямо сейчас нужно успеть предоставить им слово, потому что мы работаем в прямом эфире. Катерина, Руслан.
Ну что, вот мы встретились с Русланом, можно сказать, в центре Тамота. Это излюбленное место местных жителей. Здесь горожане и гости любят отдыхать, наслаждаться красивыми видами. Вот вы как раз можете за нашими спинами тоже увидеть. Да, очень красивый вид открывается на противоположный берег реки. И я думаю, что здесь летом просто шикарные виды, очень красиво. Я, кстати, здесь один раз летом был, действительно, все очень-очень-очень красивые виды. Да, поэтому обязательно, я думаю, нужно посетить это место летом. Ну а у наших уважаемых телезрителей есть возможность в любое время года, мне кажется, сюда приехать на автомобилях, на железной дороге, да. Прекрасные люди, прекрасная земля, столько национальностей здесь живет, но мы знаем, да, что издревле здесь жили эвенки. И с этой культурой, кто мало знаком, я думаю, мы можем познакомиться более углубленно прямо сейчас. И рядом с нами руководитель ансамбля, это Анна Титовна Исмакова. Анна Титовна, доброе утро. Доброе утро. Ну, как вы... Я хочу представить нашу группу, но, к сожалению, здесь группа не вся. Но вы сами видите, как прекрасно сегодня утро. Я всех приветствую. И мы сейчас будем воспевать нашу природу и будем петь про эвенков, которые жили здесь в древние времена и до наших дней. Ну а вообще вы чем конкретно занимаетесь? И танцуете, и поете? И танцуем, и поем. И я руковожу этнокультурным центром, музеем. Вот. И, конечно, мы возрождаем свою культуру и сохраняем. Расскажите, за что вы любите Томот и как бы вы хотели, чтобы он развивался? Томот — это вообще родной город. Но мои родители приехали сюда, маме было 17 лет, она по ликвидации безграмотности была направлена, а отец был инструктором райисполкома, ему было всего тоже 19 лет. Это 20-е годы они сюда приехали, и все, и вообще я очень хочу, чтобы Томот процветал наш. Друзья, ну а сейчас, думаю, в завершении нашего эфира мы попросим ансамбль Бира, который, кстати, с эвенкийского в переводе означает «большая река», исполнить для нас танец ваш любимый, пожалуйста. На фоне реки, да? Да. Пожалуйста. Угу. Друзья, и вот такими замечательными эвенкийскими мотивами от ансамбля Бира мы завершаем наш эфир, который посвящен городу Тамоту. Ну и, конечно, желаем вам всего самого наилучшего, отличного начала утра. Да, вот такая вот поездка в рамках проекта «Весна на НВК» у нас случилась в городе Тамоте. Нас ждут еще дела, да, мы отправляемся далее. Ну а со всеми утренними телезрителями прощаемся. Даша, студия. Спасибо, Катерина, спасибо, Руслан. Действительно необычный эфир, прямые включения, это всегда интересно.
знаете, вот эмоции переполняют, потому что, ну, бывают даже не какие-то небольшие погрешности, но это, наоборот, лишь такой яркий пример того, наше телевидение работает, и у нас есть уникальная возможность вот так в прямом эфире включаться с разных точек нашей республики. Ну, а теперь пришло время подвести итоги нашего розыгрыша. В начале нашего эфира мы задали вопрос о том, что же в Томот в 20-х годах привезли для того, чтобы заработала радиостанция. Итак, правильный ответ звучит следующим образом. Для того, чтобы установить в Томоте радиостанцию, нужно было, конечно, построить котельную. И именно для нее нужно было завести за 1000 километров из города Новониколаевск огромнейший котел. С задачей справились, и радиостанция была построена. То есть правильный ответ: нужно было привезти огромнейший котел. И мы поздравляем, у нас есть победитель нашего розыгрыша, это Марика, наша подписчица, которая ответила правильно. Она ответила сразу вот так: и котел, и котельную. Но мы засчитываем этот ответ, потому что в первую очередь, конечно же, привезли котел. Итак, Марика, мы вас поздравляем. Вы получаете вот такой шопер, термос и наш юбилейный календарь. Вот таким был наш утренний эфир, дорогие друзья. Мы обязательно завтра в это же время встретимся на телеканале Якутия-24. Ну и, конечно, мы благодарим город Томот и всех жителей, которые сегодня приняли участие в нашем прямом эфире. Ну а наш проект «Весна на НВК» продолжается. Сегодня обязательно оставайтесь на наших телеканалах.